Витаю вас, друзья! Приветствую всех! Сегодня 23 марта 2026 года, 18 часов по Берлину, соответственно, 20 часов, уже 1 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Так, стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Стрим сегодняшний называется «Джо Кент. Разведданных о новом 11 сентября нет». Об этом и многом другом давайте поговорим. Ну, как обычно, напоминаю всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны и не попадайтесь на крючок нашим врагам. 18-19 марта 26 года, сразу после своей отставки, Джон Кент, бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США, сказал в интервью Такеру Карлсону следующее. Не было разведданных, которые говорили бы: эй, какого бы числа это ни было, 1 марта, иранцы собираются запустить эту большую внезапную атаку. Они устроят что-то вроде 9/11, 9 сентября, Пёрл-Харбора и так далее. Они атакуют одну из наших баз. Никаких таких разведданных не было. Друзья, это очень важную информацию, которую нам дает Джо Кент. Джо Кент сообщает, что он, как руководитель одной из главных антитеррористических разведывательных служб Соединенных Штатов, не имел информации о том, что Иран готовит какой-то 11 сентября или Пёрл-Харбор. Но мы видим, и мы у нас в наших стримах неоднократно говорили, рассказывали о том, что готовятся какие-то террористические атаки. Потому что это такой завершающий этап, такая изюминка на этом кровавом торте, которые какие-то силы на этой земле используют. Я считаю, что за этим стоит, конечно же, ФСБ и террористическая банда ФСБ, КГБ, СССР. Но эта система очень обширная, распространенная, и у нее есть друзья, есть свои агенты, а есть еще и друзья-союзники. И вот эти союзники, друзья, возможно, помогают КГБ, ФСБ проводить вот эти террористические атаки. Но то, что говорит Джо Кент, это говорит о том, что террористический акт нельзя подготовить за 3 дня, или там вот 28 февраля началась война против Ирана, уже широкомасштабные бомбардировки начались, и сказать, что за эти там 3 недели, да, сколько уже, 23 число, грубо говоря, вот 3 недели, что они подготовят какой-то супер мощный мега-террористический акт, который изменит все. Но мы видим, что, например, в Нью-Йорке 7 марта была попытка террористического акта, 2 оболваненных, это тоже жертвы на самом деле, хоть я их и оскорбляю иногда, потому что меня они иногда раздражают так сильно, что даже вот те, кто их туда толкает, так сильно не раздражают, как эти полезные идиоты, которые дают себя использовать. Но, к большому сожалению, не ведется достаточно работы в этом направлении, чтобы мы нашей молодежи разъясняли, в том числе это касается, тут на Западе касается людей, которые должны вести, да, это американцы, хоть они и имеют корни из других стран, как, в принципе, 95-99% американцев, они имеют корни из Турции, по-моему, с Афганистана, но по факту это там родившиеся граждане Соединенных Штатов Америки, и США должны о них заботиться. Их спецслужбы должны заботиться об этих людях. Они должны заботиться и о безопасности своей страны, и так и эти граждане тоже должны быть защищены. Потому что через интернет, да, вербуют людей, фактически зомбируют людей и запускают их как готовые бомбы, фактически. Но на нашей стороне Бог. Многие люди уже поняли. Да, смотрите, сколько раз
было божественное вмешательство в эти процессы, которые мы на наших глазах происходят, и я их фиксирую. Я их фиксирую, потому что для меня очень важно, чтобы вот эта террористическая вещь, которая оболгали нас, всю нашу нацию, чеченцев обозвали террористами. Это все осталось в интернете, это на 100 лет останется в интернете. Какие-то теракты, какие-то там это. Это все на нас. Это все делает Россия, фашистская Россия и такие же фашисты и ее союзники, которые вместе с ним против нас работают. Вот они это все вместе делают. И для нас это очень важно. Для чеченцев, для древнейшего народа, который имеет очень глубокие корни и очень морально-нравственную составляющую, которую они очень охраняют. Для нас это очень важно. И поэтому мне важно знать. Вот смотрите. 24 августа в прошлом году, 25 году, на День независимости Украины, Алексей Титов, высокопоставленный офицер ФСБ, закладывал бомбу, самодельное взрывное устройство в центральном детском магазине. При нем был, после уже взрыва, произошла самодетонация во время установки. Обратите внимание, на День независимости Украины, в преддверии 1 сентября, когда все идут в школу, и огромное количество детей и женщин будет находиться вот в этом центральном детском магазине на Лубянке, буквально вот пешком там 50-100 метров от главного здания террористической банды ФСБ, там находится этот магазин. И вот они пошли его взрывать для пущей громкости, для пущего ажиотажа именно в центре Москвы. Затем, как мы знаем, произошел расстрел детей и взрослых в Миннеаполисе, США. И таким вот образом должны были представить, что это украинские националисты вместе с исламскими террористами. Мы это еще услышим про украинских националистов, которые как бельмо в глазу находятся против, которые не дают покорить, захватить Украину. И об этом тоже мы уже давно предупреждаем. И я надеюсь, нас слышат и обратят на это внимание. Это очень важно. Но тогда вмешалось провидение, сам Господь Бог оказался на стороне всех нас, и в первую очередь Украины. И вот это грязное пятно, которое хотели повесить на украинцев, сорвалось. Следующий террористический акт, а все террористические акты, ну все мы не можем сказать, ну допустим 95%, я в этом убежден, не убежден, что все, но подавляющееся, то просто тотальное большинство терактов делается при помощи спецслужб. В первую очередь террористическая банда ФСБ. Самая террористическая организация всех времен и народов. Так вот, в Австралии двое афганцев, а нам известно, об этом немецкие спецслужбы рассказывают, что известно о том, что немецкие журналисты об этом рассказывают, скажем точнее, потому что спецслужбы я не слышал, я от журналистов, но сливают информацию, конечно же, немецкие спецслужбы, что в Афганистане, когда каких-либо афганцев захватывают за там работу против Америки, против коалиционных войск, русские их каким-то образом вызволяют, выкупают у местной власти там и вывозят их в Россию. Об этом немецкие журналисты пишут. И потом их используют, как будто спасителей, туда-сюда, и потом направляют их в Европу. Здесь у нас произошел террористический акт с нападением на одного АФДшника, и потом погиб полицейский, вмешавшись, пытаясь задержать этого человека, его задержали, но получил ранение, и потом погиб полицейский. Короче говоря, ситуация была в Австралии, как вы помните. На еврейский праздник собрались люди, и тут двое, отец и сын, вышли и начали просто убивать людей. Понимаете? И в этот момент, опять же, Божье провидение, по-другому это не объяснишь, именно мусульманин нападает. Отнимает у него ружье и фактически выводит из-под огня, которых он просто расстреливает людей, десятки людей. Причем сам этот человек потом получает еще пулю от этого террориста, потому что он его не застрелил, как мы все видели. Но благодаря тому, что в этом мире люди многие понимают, еврейская община Австралии, христиане, руководство, власть Австралии подняли этого человека на такую высоту, что фактически попытка стравить мусульман-иудеев, мусульман и христиан
устроить между нами межрелигиозную вражду, которая и так она есть. Мы как бы вроде бы стали цивилизованными, начали с этим бороться, начали как-то понимать, что это дорога в тупик или к катастрофе. Потому что самые страшные войны под именем Бога делаются. Под любым видом Бога. Это самые страшные, самые жестокие войны делают люди. Совершают самые ужасные поступки. И вот тогда получилось, что сбили эту волну. И вот, чудо. То же самое произошло вот 7 марта, когда вот эти террористы, а уже все было готово, и этот теракт, который должен был, вот этот есть мэр Нью-Йорка, но я его кроме как провокатором назвать не могу. Вы меня, конечно, извините, я собираюсь и в Нью-Йорк полететь скоро, я надеюсь, там у меня не возникнет проблем с этим, но я не могу этого не сказать. Что то, что вот сейчас вытворяет человек там, про эту религию, ты пришел в 20-миллионный город мэром, там живут 1% в лучшем случае мусульман. И это все сейчас обострять, мне кажется, это делается искусственно. По-другому, и вот перед его зданием, почему? Он там помолился, где-то встал на улице, люди пришли протестовать против того, что там на улицах молятся. Когда это в Америке стало большой проблемой, что люди молятся и это как-то кого-то вызывает, это отдельный вопрос. Никогда такого не было. Но вот какой-то вот такой мизер процент мусульман, который сделал этот мэр Нью-Йорка вместе, там 20 человек, 30 человек, они где-то помолились на улице, ничего страшного я в этом не вижу. Но сейчас я вижу, что это не просто так это все делается. Приходят к его потом администрации, к его какому-то зданию протестовать люди. Почему вы молитесь на улицах? В принципе, законное требование, да, имеют право, так сказать, законное, но если он не нарушает закон, имеют право, что угодно можно требовать. И в этот момент приходят вот эти два мерзавца молодых, которые бросают банку, она не взрывается, слава богу. И вот террористический акт. Еще один случай, когда божественное провидение вмешалось в ситуацию и не дали провести теракт. Понимаете? Но уже было подготовлено общественное мнение, видимо, уже все было заготовлено, что как только, даже если бы один человек там погиб, как в Бостоне 3 человека погибло, всего лишь 3 человека, большая трагедия, мои искренние соболезнования, но всего это был жертва, всего 3 погибших, там десятки были тяжело ранены, но все равно вот этот случай был так раскручен, так глобально просто поднят на глобальный уровень и совершена, после этого данный террористический акт был признан национальной трагедией в Соединенных Штатах. Хотя в десятки раз больше людей погибало, и это не вызывало вот таких эмоций и чувств. И у меня есть основания, у меня есть расследование по этому поводу, которое у меня есть на сайте, в Facebook, в YouTube, в разделе сообщества, в X. Вы можете найти это мое расследование по бостонскому теракту. Вот в этой ситуации понятно, что за этим стоят русские спецслужбы. Одни ли они? Этого я не знаю. Это предстоит выяснить американским и западным спецслужбам. Одни ли они это делают? Выяснят они, значит, что-то изменится. Не выяснят значит, нас дальше будут взрывать. Просто так. Под видом исламистов там, и так далее, и так далее. Вот тогда 7 марта перед зданием Мамдани, вот одним из его зданий, там теракт не удался. Опять это божественное провидение. Хотя, опять же говорю, что это была подготовка к мощному. Сейчас мы видим везде там нападение на синагогу, поджог там это. Идет раскачка. Идет раскачка. Большая, мощная раскачка. И я полагаю, об этом я говорил до начала войны в Иране. За год, за 2 я уже видел, что уже начали говорить. Потом здесь резкая такая антимусульманская, исламофобская какая-то линия пошла непонятная. И я предполагал, что может быть, я в стримах говорил, к сожалению, это большая опасность для нас всех. Это может быть большой такой террористический акт наподобие 11 сентября или нападения на Пёрл-Харбор. Как нападение на Пёрл-Харбор.
Ну, нападение на Пёрл-Харбор — это на военные объекты все-таки нападение, как бы это что ни говорить. Но вот нападение на гражданских лиц, на некомбатантов — это страшнейшее военное преступление. Это самый настоящий терроризм. И этот терроризм может быть, будет дальше шагать, так сказать, семимильными шагами по планете. И то, что Джо Кент ушел в это время именно с этого поста, вот это для меня становится, вот, опять же, таким же божественным знаком, как то, что взорвался Алексей Титов, закладывая в центральном детском магазине бомбу, что вот нападение в Австралии на еврейскую общину во время празднования религиозного праздника. И вот в Нью-Йорке то, что произошло вот 7 марта, когда эти два парня, два террориста попробовали совершить этот террористический ужасный акт. И сейчас, если говорить за войну против Ирана, против вот этого религиозного фанатичного режима, который, я убежден, он не является, вот само руководство, они и сами, я думаю, в Бога не верят. Потому что если ты в Бога веришь, ты от 7 до 22 тысяч своих людей, опять же, мусульман, шиитов, своей национальности людей, ты их убивать не будешь. Ты не будешь устраивать над ними террор постоянный на протяжении 47 лет. Потому что ислам и мусульманство – это миролюбивая религия. И вообще Мухаммед, пророк, мир ему и благословение, никогда не говорил, что мы должны строить государство, и мы вот должны, все вот у нас должна быть там политическая, религия должна непосредственно, в шиизме этого нет, в суннизме этого нет, что вот религия должна вот управлять, и должен быть вот наместник Бога или наместник имама на земле должен быть. Ну, это сказки, конечно. Сама шиитская традиция это напрочь отвергает. Поэтому я не считаю, что это какие-то религиозные, такие верующие, искренние такие товарищи. Это просто форма управления обществом. Тираническая, диктаторская, авторитарная форма управления обществом. Не демократия, то есть. Но при всем при этом мы знаем, как началась эта война. Началась она не очень хорошо для США. Просто репутация США как будто целенаправленно растаптывалась перед началом этой войны, начиная от этих файлов Эпштейн, убийство девочек, убийство вот этого аятоллы именно в месяц Рамадан. Можно было этого не делать именно в Рамадан, за 3 дня раньше можно делать. Я опять же это говорю, подразумевая то, что я считаю, что это абсолютно неверующие люди, в смысле, то есть лицемеры. Не будущий демократ, который притворяется демократом, а на самом деле является там диктатором, будущий там какой-нибудь религиозный деятель, который рассказывает нам о Боге и так далее, а на самом деле его цель управлять людьми и удерживать власть. Но убив его в месяц Рамадан, по исламской традиции, человек, умерший в месяц Рамадан, как бы это признак того, что он, Бог его принял, так сказать, что это ему считается, что это один из признаков того, что он попадет в рай. И это не обязательно, что он попадет в рай, но один из признаков того, что человек, скорее всего, Богом любимый, и он попадет в рай. И вот это вот так это сделать, от которых называют, они сами постоянно об этом говорят, от файлов Эпштейн, то есть от педофилов фактически, вот с этой репутацией США вступила в войну и потом убила 160 или сколько там девочек и взрослых, которые погибли. Это тоже, я полагаю, случайность, может, искусственный интеллект ошибся, еще что-то, но сам факт, вот это все складывается в одну такую ситуацию, где иранцам не дается шанс отступить. То есть они не любят этого диктатора, он их убивает, они его ненавидят. Но когда убивают его месяц Рамадан, об этом все рассказывают, потом убивают еще девочек, потом это файлы Эпштейна. Но вот это все накапливается, и в этом смысле ты уже выступаешь, если я логику пытаюсь понять этих людей, граждан Ирана, они выступают уже не против аятоллы, которого они и так ненавидели
Фактически против своей религии им нужно выступить. Понимаете? Вот как это сделано. Сделано так, чтобы народ не вышел, не свергал этого аятоллу. Вот как это сделано. А кто будет свергать, какая-то группа обязательно найдется, которая понимает то, что я говорю, не фанатично, там, умеет анализировать. Если эти люди выйдут, их будут клеймить как пособниками дьявола, сатаны, Эпштейна там, и всего остального. Понимаете логику? При всем при этом и США, и Израиль имеют безоговорочное право и на безопасность, и на то, чтобы им не угрожали. И эта война идет 1000 лет между западной цивилизацией, скажем так, демократической цивилизацией, или я это называю божественной цивилизацией, против вот сил диктатуры и зла. Это такая извечная война, которая продолжается. И, ну и, конечно же, США имеют абсолютно 100%, как и Израиль, абсолютно имеют право иметь свое государство и иметь это государство в безопасности. Это не вопрос даже не обсуждается. Для меня лично, я это все прекрасно понимаю. Но есть у меня опыт, как у чеченца, как у адвоката, как у правозащитника и человека, который, моя страна пережила геноцид. Пережила геноцид со стороны фашистской России. Так вот, мы вели национально-освободительную борьбу, все у нас было, все понятно. Все в мире понимали, что мы ведем. У нас Дудаев Джохар был уважаем во всем мире. До сих пор его цитируют, до сих пор ему говорят хорошие слова в его адрес. Но убили его, убили еще много кого людей. И потом произошла подмена повестки, подмена фокуса. Что это не национально-освободительная борьба, а борьба с терроризмом. Причем не просто с каким-то терроризмом, а с международным глобальным исламским терроризмом, который планирует захватить весь мир. Ни больше, ни меньше. Вот такая вот задача ставится. Я не думаю, что арабы даже хотят весь мир захватить. А мы даже не планировали. Близко даже в голове. Ни у одного чеченца не было даже в голове какой-то мир захватывать и так далее. Вообще даже не понимали, но в мире нас так представляли. И все это произошло благодаря терактам. 11 сентября в США произошел теракт, и Америка переключилась на борьбу с международным исламским терроризмом. И вот тут друг Нетаньяху, Владимир Путин, нашел свое применение и быстренько все переместил нашу борьбу вот в эту международную, глобальную, всемирную борьбу с международным терроризмом, пристегнули нас туда. У них, у арабов, у русских в арабском мире очень хорошие, мощные связи, агентура, уже 100 лет этой агентуре. Эта агентура помогала США бороться против терроризма. Или помогала, или делала вид, что помогает. Но фактически США втягивала в эту войну, и она погрязла в этой трясине, в этой войны. От Афганистана, Ирака, Сирии. И вот это все было постоянно. Полыхало, гибли американцы, гибли другие, гибло местное население. Но Россия была полноценным, нужным, полноценным. Она никогда не была. Американцы их как-то всерьез и не воспринимают. Они как шнурков их используют. Но их устраивает. Они перед нами короли и боссы, а перед американцами шнурки. У американцев, соответственно, вероятно, взыгралась гордыня, они посчитали, что они супервеликие, что они даже Советский Союз у них, а эти умеют еще со времен крепостного права подлизываться, подмазываться, со времен Ивана Грозного умеют они. Барин, чтобы остался доволен, сделать так, чтобы барин считал, что это 100% надежный раб. Просто они не знают, как мы их, что это ненадежный раб. Да, раб абсолютно, когда нужно, но в любой момент топор тебе засадит в спину, как сказать. Если, называя братьев украинцев, они им такой топор засадили в спину, то я представляю, что с американцами не сделают. Поэтому
Меня волнует, самое, что меня волнует то, что террористический акт, мощный террористический акт, и вот эта вся подготовка, которую я вам уже много времени рассказываю, не когда война началась в Иране, а уже с- когда года два назад, даже его уж больше, уже когда начали немножко проявляться такие контуры, черты того плана, который они уже начали делать. И для нас, для чеченцев, которые находятся в заложниках у фашистской России, это, ну, катастрофа для нас. Понимаете? Для нас катастрофа это тем, что нас здесь готовят, здесь в Европе нас готовят. Они сперва нас пытались здесь представить исламистами, что вот мы здесь не управляем и так далее. Хотя по преступности ни одного преступления за 25, уже четверть века, 30 лет, кто здесь чеченцы находятся, за этот срок нету ни одного преступления, в котором чеченцы выделяются, что вот они больше там склонны к этой преступности или к той преступности. Просто нет от слова совсем. Просто нету. Понимаете? И ну, нас представят исламистами, какими-то радикалами и так далее. Да, мы верим в Бога. Такая вот у нас миссия на этой земле. Да? Вот в Коране говорится, что было 124 тысячи пророков. 124 тысячи пророков. И 300, по-моему, 13 или 315 посланников. Посланники это вот уже такие выше, чем пророки стоят. Хотя каждый посланник, он и есть пророк. И вот мы, чеченцы, в принципе, несем вот такую в себе функцию. Мы хранители определенных своих ценностей и несем их уже 10 тысяч лет. Без, не меньше и, возможно, больше и больше. И для нас эта религия важная часть нашей жизни. Мы в это верим. От нас ни советская власть не сможет убрать. У многих это есть. У армян есть хранение вот, христианства очень сильно. У других народов есть. У немцев это есть. Но у нас вот свое такое есть. Свое такое есть. И мы, находясь сейчас в заложниках у фашистской России, здесь, в Европе, пытались вот эти блогеры, вот эти все пропагандисты, которых нам сюда нагнали, они пытались нас представить исламистами, каратистами, и одновременно с этим там, в Чечне, нас здесь, уехавших в Европу, пытались представить воинствующими атеистами и воинствующими исламофобами. Ну, за то, что мы не признаем разные религиозные вот эти фашистские течения, которые мы осуждаем. Вот таким образом меня лично пытаются представить там у нас на родине, у них это не получится, нас уже знают, нам уже доверяют, но при всем при этом пытаются. И если долго-долго одно и то же повторять, в конце концов какого-то результата можно добиться. Ну и здесь появились полезные идиоты, которые начали, абсолютно не разбираясь, что здесь, что, как происходит, и плюс по заданию, что вот мы тут против, не против уже России фактически, не против ФСБ, а вот против радикальных мусульман якобы. Они так хотят на Западе понравиться. Они никому не интересны, вот, это я 100% уверен. Но попользоваться ими можно, попользоваться. И вот ими будут пользоваться. Приносит ли это пользу чеченскому народу? Нет, это только разобщает чеченский народ. Потому что чеченский народ, он в принципе не радикален. Просто по самой культуре, по своей особенности, мировоззрению чеченцы не радикальны. Абсолютно никакой ксенофобии, никакого нацизма, никакого фашизма в чеченском обществе от слова совсем не существует. Просто нет этого. Нам навешивают разные ярлыки, но это не так. Абсолютно не так. Ну и вот сейчас, находясь вот в этой ситуации, если сейчас происходят какие-то мощные террористические атаки, для чеченцев это одновременно гнет репрессий, которые могут начаться здесь в Европе, как к мусульманам. Соответственно, чеченцы попадут одни из первых под раздачу, потому что где-нибудь обязательно ФСБ, ГРУ используют чеченца, чтобы потом всех чеченцев, как они пытаются это делать. Слава Богу, Бог на нашей стороне, не все у них получается. Но и, причем мы практически не сопротивляемся, мы просто дезориентированы и не до конца все понимали. Теперь мы все понимаем, уже и не дезориентированы, и разобрались, знаем, где враг, какие у них планы, куда они идут. Но все равно вот в какой-то степени непонимание, оно существует, присутствует еще в какой-то степени.
И одновременно здесь репрессии, как на мусульман, и там репрессии уже их, наших людей, которые находятся у них в заложниках, оболванивать вот этой религиозной темой. Сейчас они настроили дома для разных, кто бежал из сектора Газа. Туда всех этих своих террористов, всех своих функционеров с семьями они перевезли. Потом в Иране сейчас события начались, оттуда сейчас люди, беженцы, бегут. Там сейчас начали другие домишки строить, уже чуть поменьше. И будут заселять, ну, все вот этот весь советский, российский террористический сброд от арабов сектора Газа. Ну, там не только арабы, вся вот эта бандитская рать, так сказать. Ну и иранские вот эти все фашисты, которые будут нам, простых беженцев я не имею в виду, да, у кого-то есть проблемы, то да. Но нашу оккупированную территорию бежать, и друзья России, что эти, тогда не совсем беженцами они получаются. Так, чтобы было понятно, наша страна оккупирована этой страной, и их друзья русские, их вывозят и заселяют их к нам туда. И это делается не просто так. Ну, причем это давно уже делается не просто так. Они там мечети, и это касается и Ингушетии, и Дагестана. Но главным очагом, где они собираются сделать гнездо терроризма, чтобы полностью дискредитировать чеченский народ и тем самым окончательно решить чеченский вопрос. То есть окончательно уничтожить всех чеченцев. Здесь отсюда им всех выдворить не получилось, потому что они нас тут исламистами пытались представить при помощи своих этих блогеров и разных там еще будут продолжать пытаться. Но мы уже, в принципе, разъяснили очень многим, многие поняли нашу позицию, многие чеченцы поняли, как нужно себя вести, чтобы тебя не представляли исламистом, и что мы-то и так не исламисты, но мы даже не думаем над этим, понимаете? Мы по утрам детей не едим, кровью там младенцев не запиваем. Но о нас так говорят, нас такими представляют. А мы об этом, ну мы думаем, у нас есть такая пословица, что в тебе нет, что на тебе нет, оно к тебе не прилипнет. Так вот, прилипает, на время прилипает, да, к тебе не прилипает, но у других в головах это остается. И мы живем вот в такое время, некоторые называют это постправдой, но даже если это время постправды, то это не навсегда. Эти времена бывали такие, смут, лжи, обмана, лицемерия. Потом все это сходило на нет, потому что силы добра, божественные силы, силы света, они побеждали. И я думаю, мы тоже победим в этом смысле. Но нужно работать в этом направлении, нужно разъяснять. Поэтому, пытаясь нас представить исламистами, нас загоняя в этот нарратив, в этот клише, который они нас хотят представить, не все у них получается. Здесь, в Европе, они всех не смогут не представить исламистами, потому что немцы наши друзья, французы наши друзья. Я имею в виду очень на серьезном основании. Мы с народами уже подружились, дружимся, обзаводимся, наши студенты, наши бизнесмены, которые работают. Их не видно, они не сидят в YouTube, не ведут стримов, они учатся, они работают, они обзаводятся связями. И самое главное, хорошо себя рекомендуют. И где бы ни был чеченец, он там всегда себя зарекомендует, всегда он на виду, всегда его уважают, потому что он не врет, всегда он честен, всегда он порядочен, не жаден. И в этом смысле, ну и отстаивает права свои. Поэтому это вызывает у людей уважение. И люди сами стягиваются, вокруг нас организуются, собираются. Но мы порядочно себя ведем. Только лишь вот этим мы завоевываем и авторитет, хотя грязь льется на нас днем и ночью по интернету и так далее. Вот такую вот я ситуацию вижу, и поэтому для меня самое страшное, что будут террористические акты, мощные, 1, 2, 10 или один большой, которые как тогда 11 сентября, потом вспоминая это, понимая, что это все-таки сейчас уже, понимая, что это не какая-то там группа террористов это сделала, это при помощи очень мощных спецслужб, возможностей спецслужб было сделано. Ты понимаешь, как они это грамотно сыграли на наших эмоциях. Один самолет влетает в это здание, он горит,
все прилипнули к телевизору, проходит 10-15 минут, там 13 минут, по-моему, и второй самолет. Вот ты видишь горящий дом, видишь, самолет в него попал, все там горит, две высотки вот эти высокие Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. И потом попадает второй. Это просто... И одновременно с этим показывают вам каких-то арабов, там женщины, там что-то у них там кричат, рады, о, это все, это арабы сделали, это все мусульмане виноваты и так далее. А выясняется, это совсем другая картина. Совсем не так, как нам это преподносили. Да, там был Усама бен Ладен. Семья Усама бен Ладена очень богатая семья. И в США она не преследуется никем. Один-два дома упали от самолета, рядом стоящийся дом сам развалился. Ну как это так? Это же США. Это же верховенство закона, это же справедливость. Почему это все не расследовали? Нет, просто взяли и закрыли на это глаза. Понимаете? И пошли воевать против Ирака, Афганистана и так далее. И Путин стал рукопожатым. И мы, чеченцы, перенесли геноцид из-за этого 11 сентября. В США погибло 3000 человек, больше, чуть больше, или около 3000 человек за этот террористический акт. А чеченцев погибло 160-180 тысяч после этого террористического акта. Во вторую русско-чеченскую войну. 180-160 тысяч людей погибло. И для нас это колоссальная цифра. Для американцев 3000 не такая большая. А для нас и 3000 была большая. Потому что нас в 300 раз меньше, чем американцев. Понимаете? В 300, если не больше. Поэтому вот эти вещи я хочу говорить, буду говорить. И надо избежать вот этого, если кто-то хочет лишить Иран угрозы нанести по ним ядерный удар. В принципе, если верить Джо Кенту, то этой угрозы уже не существует. И я думаю, уже не существует. Там американцы все сравняли просто. И сравнивают. И сейчас наземная будет операция. Американцы вступают туда. И американцы, и израильтяне выиграют эту. Они ее уже выиграли. С первых дней. Там силы просто несопоставимо большие. Да, будут экономические проблемы, будет это катастрофа для всего мира, да, ну, относительная катастрофа. Ну, да, подорожает 2 раза бензин, да, продукты, инфляция будет, и все, и такое будет. Ну, найдут способы, где бензин добывать, где нефть добывать, газ добывать и так далее. Какие-нибудь способы, деньги, у кого есть деньги, они быстро находят способы обходить проблемы. Но вот эта террористическая направленность этих вещей, вот она вызывает угрозу, она вызывает обеспокоенность. Сейчас под этот шумок российские спецслужбы и другие спецслужбы все попробуют начать раскачивать ситуацию, проводить теракты. Почему Европа не вступает в войну? Если Европа вступит в войну, они тоже поняли, и европейцы, если Европа вступает в войну, то Иран, вот, например, сейчас я вам покажу, Али Лариджани его зовут, Али Лариджани, буквально за 2 дня до своей гибели опубликовал пост в X опубликовал пост, где он говорит, одиозный высокопоставленный функционер иранского режима, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 15 марта 2026 года, за 2 дня до своей гибели, опубликовал пост в социальной сети X. Я слышал, перевод сделан при помощи искусственного интеллекта, я слышал, что оставшиеся члены сети Эпштейна разработали заговор, чтобы устроить инцидент, похожий на 11 сентября, и обвинить в этом Иран. Иран принципиально выступает против подобных террористических схем и не ведет войну с американским народом. Мы защищаем нашу страну от агрессии, развязанной США и Израилем. Иран твердо стоит на этом, чтобы преподать агрессорам урок. Али Лариджани был ликвидирован вооруженными силами Израиля в результате точечного авиаудара в ночь на 17 марта 2026 года в пригороде Тегерана.
израильский министр обороны Израиль Кац официально взял ответственность и назвал его ликвидацией ключевой фигуры режима. То есть через 48 часов, как он сделал этот пост, он был ликвидирован. Мы знаем, что Иран не гнушался террористическими атаками. Не то, что не гнушался, это был его метод. Вместе с русскими. Правда, и евреи забывают про русских и говорят нам постоянно про Иран, там, про мусульман. Но почему-то они забывают про русских. А Нетаньяху называет Путина своим старым давним другом. Несмотря на то, что на день рождения Путина было убито 1200 израильтян. Правда, потом Нетаньяху говорит, что он любит еврейский народ. Я после этого сомневаюсь в его искренности, его слов, что он любит. Но вот такая вот ситуация. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но еврейский народ, он не виноват. Он должен выжить. И еврейский народ находится загнан. Либо вот все ненавидят его, все убить его хотят, либо он огрызается, либо он защищается. И спасителем является Нетаньяху. Ну вот фактически вот выбора другого нет. Загнали вот в такую вот, знаете, охота на волков, когда идет. Вешаются красные тряпки, волков загоняют, и вот бегут эти волки. Вот как с чеченцами это делается. Вот я неоднократно этот пример приводил. А вот приблизительно евреев в такую ситуацию загнали. И нам всем евреи плохие говорят. Я боюсь, что крайними делают евреев. Еврейский народ ничем не виноват. Абсолютно. Они хотят жить просто. Просто жить, созидать, растить своих детей. Это законное право. Но одновременно есть какие-то тут геополитические, супер какие-то большие игры, которые не считаются ни с евреями, ни с чеченцами, ни с кем. Я с этим не согласен. Придется считаться с нами. И вот террористическими актами Иран всегда занимался. Всегда. Вот эти Хизбалла, исламские джихады, всякие разные йеменские хуситы, ну и многие-многие, короче говоря, любят они так пользоваться разными вот этими террористическими радикалами и потом с себя снимать ответственность. Но здесь, мне кажется, есть зерно здравости. Зачем Ирану сейчас атаковать, делать какое-то 11 сентября? Ведь 11 сентября, мы знаем, делали не иранцы. Это точно знаем. Но и сейчас нету никакого смысла. И вот сейчас он такую вещь говорит. Потом Джо Кент уходит с работы. И я вижу, что вот именно в этом направлении нас всех ведут. И если сейчас США, европейские страны вступят в эту войну, да, обижаются, Трамп обижается, вот плохие немцы, плохие французы и так далее, то как только они вступят в эту войну, по ним начнут производить террористические акты. И это они знают. Потому что Иран это сделает, русские это сделают, кто это сделает, я не знаю. Но я знаю, что как только они вступят, они обязаны принимать беженцев, потому что они уже участники войны, соответственно, они и морально, и юридически уже несут определенную ответственность. Ну и становится законной целью для атак. Причем это могут делать не иранцы, а те другие ячейки, спящие, не спящие, там, полуспящие, которые уже готовы и да, запускайте, делайте, действуйте. И все объяснение. А так скажите, вот сейчас, если произойдет какой-нибудь, не дай бог, акт здесь в Европе, там, на какой-нибудь, на Францию, на Германию, там, на Австрию куда-нибудь нападут. За что вопрос сразу возникнет? А нет, Ирану это не заинтересовано. Зачем Ирану это нужно? Сейчас лишнего себе немца врага делать? 80 миллионов, мощнейшая экономика? Абсолютно нет для Ирана смысла. Они даже извиняются перед арабами, на чьей территории находятся российские, американские военные базы. Бьют по этим базам, где-то там упадет, не долетит, собьют там ракету. Они извиняются. Это в первый раз Иран перед этими, вообще не чувствовал Иран, эти арабские страны вокруг. Потому что они были разрозненные, бедные, абсолютно постоянно в междоусобных войнах, какие-то непонятные были. И тут Иран извиняется. Нет выгоды Ирану. Ну вот не вижу я. Вот заставьте меня в это поверить. Приведите аргумент, чтобы я в это поверил, что это Ирану выгодно. Невыгодно. Но нужно, чтобы Европа вступила. А что выгодно? Кому выгодно это все?
Кому выгодно? Кому выгодно против Ирана война? Кому выгодно, чтобы Америка втянулась? Отвратительно уничтоженная репутация в войну. Понимаете? Очень важно, это сакральность, война и вообще государство, это живой организм. Это не просто какое-то государство. Да, есть искусственные государства, а есть живые государства, живые, которые вот сюда. США живое государство. Оно построено на истине, на правде, на справедливости. Как сейчас Украина строит себя такой же. И самое главное, к чему я подхожу, это то, что нужно задушить Украину России. И самый большой выгодоприобретатель в этом, это Россия. Может быть Натаньяху, который суд у него там, еще что-то. Не еврейский народ, который гибнет под бомбами. И которого сейчас все хотят обвинить. И американцам некоторым, американским правым очень удобно все на евреев свалить. И поэтому евреям я бы посоветовал немножко начать думать в этом направлении. Потому что если что-то не так, ну, Натаньяху свалит куда-нибудь, умрет он, что угодно с ним случится. Останется еврейский народ на поколение. Им же жить, правильно? Им же находиться, нельзя же все время находиться в состоянии войны. Нельзя. Невозможно находиться, да, нужно быть готовым к войне, вооруженным быть, все такое, но все время подвергаться этому, это и стресс, и все плохо, и так далее, и так далее. Понимаете? И как только угроза со стороны там арабского мира, иранского мира, еще какого-то мира перестанет существовать, необходимость в Моссаде, в этих разведках еврейских, она отпадет. Все, никакой уже, никому не нужны будут. Ну, для Запада, для Америки. И уже голоса раздаются, нет, там нужно это. Нет, подождите, есть еврейский народ, а есть еврейское правительство. Хорошее, приходит, уходит, меняется, плохое, неважно. И все валить на Израиль, на еврейский народ, это нельзя. Но это к этому ведут. И если сейчас не начнем за этим задумываться, это может аукнуться. Детям, внукам аукнуться. Если мы мудрые, мы должны думать наперед, правильно? Правильно. Ну, вот такие вот вещи происходят. Очень интересные. Очень важно, чтобы мы не дали себя использовать и втянуть вот эти все игры, которые не приносят ничего, кроме горя и страдания людям. И сейчас вот мой бедный, многострадальный чеченский народ может оказаться в ситуации, когда мы будем просто использованы. И самое главное, выгода приобретателя этого во всем является Россия. Россия, которая сейчас и с нефтью у нее чуть-чуть наладилась, везде кризис, цены выросли, еще Трамп снял временно санкции какие-то с них. И сейчас начались усиленные мясные штурмы. Они ломают дух, психику украинцев сейчас. Мы сейчас, давайте. Это же не зря сейчас. Раньше 1000 гибло, сейчас 1500, 1600 гибнет. Сейчас скажу за прошедшие сутки, сколько погибло. И где у нас? Что-то не могу найти. Так, вот она. Ну, за прошедшие сутки упали потери. 970 всего боевиков уничтожено и ранено. Я так полагаю, и 2000 БПЛА. Да, война мощная. И 2000 БПЛА. Но, видимо, захлебнулось так называемое нападение. Украинцев победить невозможно. Уже невозможно. Дело в том, что, во-первых, духом их нельзя одолеть. И это вся их история доказывает. Не сегодня только.
они могут голодать, они могут по горам, в лесам ходить, партизанить, но не сдаваться. А сейчас, когда весь мир на их стороне, когда им партизанить не надо, когда у них тыл есть, когда у них поддержка есть. И самое сегодня, опять же, Бог на их стороне. Это исторические такие события, и в эти исторические события вмешиваются очень часто технологические прорывы, которые есть. Это дроновая война, которую украинцы первые освоили ее, лучше всего освоили, причем намного сильнее, мощнее, имея и технологии, и возможности, чем их противник. Фактически они научились защищаться. И они таким образом могут защищаться десятилетиями. И Россия просто в лепешку будет разбивать всю свою армию, пытаясь пройти вот этот килл-зон. Поэтому у России нет никаких шансов. Чем быстрее это русские поймут, тем для них это лучше. Для всех это лучше. Но вот такая вот пока ситуация. Поэтому если сейчас начнется супер война против ислама, мусульмане, христиане будут убивать друг друга, в этот момент как раз Россия будет развязанными руками вести войну против Украины и там, применять еще более коварные методы. А в Украине, как мы знаем, информационное пространство фактически большая часть, абсолютно антиукраинская, скажем так. Вот такие вот дела. Друзья, спасибо за подарки. В ТикТоке я смотрю комментарии. Бандера, все, друзья, приветствую. Всего самого вам хорошего, друзья. Так, не за что, Бандеровка. Дякую вам. Так, приветствую всех. Россия может продавать нефть и газ через Баку и Турцию благодаря войне в Иране. Да, Санбек, сейчас со всех сторон России выгодно. России чем больше хаос будет, тем лучше. Понимаете? Еще неизвестно, чем и как закончится война. Сколько времени понадобится восстановить нефтезаводы в арабских странах, в других регионах. Да, Асланбек, абсолютно ты прав. Война, скорее всего, если сейчас она даже, там, американцы не будут, скорее всего, так глубоко заходить, там, они не будут, может, какие-то там будут какие-то там части перекрывать, чтобы освободить этот Ормунский пролив и так далее, чтобы не было помех. Но широко, я не думаю, туда будут втягиваться, потому что это потери будут, которые американцам не нужны. Но при всем при этом война, скорее всего, затянется. Это будет такая, и особенно, если сейчас европейские страны туда вступят, это будут и террористические атаки на эти европейские страны. И это то, что как раз нужно, чтобы стравить мусульман и христиан. Вот это вот мы вот видим это, не знаю, сможем ли этому помешать, поможет ли нам Всевышний избежать этого. Но нас ведут к этому направлению. Понимаете? Это самое страшное. 2 миллиарда мусульман и 2 миллиарда христиан будут люто друг друга ненавидеть. Но это, мы это проходили уже. В нашей истории это было уже несколько раз. Мы уже столько раз обжигались и зарекались, что больше не будем вести и крестовые походы, и всякие джихады, и все остальное. Но, к сожалению, и Европа знает, и Запад знает, и христианский мир знает, что с мусульманами вот так воевать, это абсолютно бесполезно. Вообще религиозно воевать бесполезно. Потому что, убьем мы друг друга миллиард. Ну и что из этого изменится? Оставшийся миллиард будет еще больше ненавидеть оставшихся, всех своих оппонентов. И все, это вечно, опять грязня, убийство, геноцид. Всех истребить невозможно. Нужно геноциды всех народов устраивать. Невозможно. Прямо сказать, да, были террористические банды, которые угрожали миру, Западу, демократии, да, занимались защитой. Это как-то объяснялось. Но если, извините, если вы нам лгали, вели против мусульман войну, называя экстремистами, террористами, и теперь уже они закончились. Все, посмотрите, 7 октября подавляющее большинство было за Израиль.
да, были против того уже, когда 7 октября были в поддержку Израиля, а потом, когда Израиль очень жестко начал отвечать, и пропаганда начала работать, тогда начали, да, осуждать Израиль, Нетаньяху и так далее. Мы же все видели, Международный уголовный суд подали на Каца и Нетаньяху, ну и так далее, и так далее. И все начали как бы ужасаться тому, что происходит. Но по факту все понимали, что Израиль имеет право на защиту. Да, не имеет права жестоко это делать, не имеет права нарушать военное международное правило и обычаи ведения войны. И Израиль в этом смысле даже соблюдал большую часть, хотя больше на него лгали. Но сам факт, когда победитель, он сильнее и всегда хочется быть на стороне слабого. Но одновременно с этим информационный весь фон в интернете забивался пропагандистами. Посмотрите, Максим Шевченко ни один день не пропускает, сколько он работает в этом направлении. И я даже думаю, знаете, какой-то странный какой-то он чувак этот. Чувак, да. И вот сейчас нам хотят представить, что вот все мусульмане плохие. Например, мы, чеченцы, никогда не бомбили Израиль. Израиль нас не бомбил. Мне лично евреи ничего плохого не сделали. Кроме вот хорошего слова в поддержку здесь у меня в стримах, они ничего мне плохого не сделали. Да, есть российские евреи, которые воевали, которые вместе с русской империей. Но там также были и чеченцы, которые были вместе с этой русской империей и воевали, и убивали чеченцев. Поэтому отдельно еврея винить я не могу. Я винить могу только российский империализм и террористическую банду ФСБ. Ну и их друзей. Друзей Путина я могу винить и буду винить. Я могу, вот их я могу винить. А тех, кто... Вот мы не делали ничего, если возвращаться и мусульмано-израильским или иудея-мусульманским отношениям. Индонезийские мусульмане ничего не сделали евреям плохого. Иорданские мусульмане не сделали. Индонезийские мусульмане, иорданские мусульмане не сделали. Египтяне не сделали. Да, они воевали, но сейчас они ни границы даже не открыли от этих жителей сектора Газа. Их осуждали. Арабские страны подписали соглашение. Все вроде бы нормально. Зачем нагнетать? А вот какое-то зло здесь на земле, понимаете? Зло просто, абсолютное, беспримесное, зеркально-фашистское России. Зло, понимаете? Вот что плохо. Я с Израиля, ты красавчик. Спасибо, Кайфарик. Ам Израиль хай. Жанна, уважаю чечен. Спасибо, Жанна. Дякую вам. Бандеровка і вам дякую. Ми, українці, хочемо вас. Чому люди не разумеют? Дякую вам. Пожалуйста, пожалуйста. Вот такая вот ситуация, друзья. Вот такая вот ситуация. Если Израиль построен для евреев, то они там должны хотеть жить, они должны быть уверены в безопасности. Да, террористическая, российская, иранская, арабская террористическая банда, Хамас, исламские джихады, они не давали житья. Да, ненависть накоплена и так далее. Нужно было как-то решить. Жестко решили, очень жестко решили этот вопрос. Но никто не сказал, что Израиль не имеет права на свою безопасность. Ну, кто-то там говорил, может быть, Турция там что-то, Эрдоган там пытался и так далее. Но и нужно понимать, что Эрдоган чувствует в Израиле конкурента. Угрозу он чувствует, что региональную угрозу себе чувствует. И, ну, тоже там лицемерие на лицемерие, там даже говорить тоже бесполезно. Ну, а по факту нужно же построить государство для евреев, чтобы там дети, внуки, правнуки жили, чтобы к ним гости приезжали, чтобы они ездили, чтобы они, когда выезжают, звезду Давида не прятали, там, я не знаю, там, паспорт свой не прятали, чтобы не боялись, вот какая-то провокация, угроза будет. Это же не может всегда продолжаться. Вот война, да, сразился, да, у тебя армия, все как положено, ее евреям придется иметь, эту постоянную армию, там, это пока, по крайней мере. Потому что угроза очень пока есть. Но это же не может вечно продолжаться. И не нужно всех врагами. Я, знаете, когда говорят, все мусульмане плохие,
У меня эта ассоциация вызывает, и это, знаете, на России сейчас мусульмане все хорошие. Просто они жить, оказывается, без мусульман не могут. Понимаете? Вот когда им нужно, они всех уничтожают. Все это зло, мы тут стоим на страже Европы, христианского мира, хотя сами сатанисты. Никакого отношения к христианству не имеют, ну, кроме внешних атрибутов. Там церковь, там крест, туда-сюда, все. А больше никакого отношения ни к христианству не имеет. У них Бог, сатана, пророк Ленин на мавзолее, в пирамиде, на Красной Кровавой площади лежит. Сам Кремль, это у них кладбище. Это все всем известный факт. Но сейчас вот они не могут жить без мусульман, оказывается. Особенно чеченцев возлюбили они очень сильно. Опять какую-то подлость готовят, значит, если возлюбили нас. И вот когда нам, чеченцам, рассказывают, нас, русские, приходят на русских танках, с русскими прапорами, с русскими танкистами, приходят, нас стирают, самолеты бомбят, нас всех уничтожают, а нам потом говорят, вот эти все кафиры, кафир это значит неверный, то есть те, кто неправильно верует, в отличие от тебя, да, неправоверные, то есть получается, то фактически получается все виноваты тогда. Да я тоже обвиняю всех за молчание, за молчаливое соучастие, за лицемерие. Но не за бомбежки, это моральное мое обвинение. И я всех, и немцев в том числе, обвиняю. Но это только моральное обвинение, только нравственное обвинение, только чтобы в разговоре упрекнуть. Но никак уголовное преступление они совершили. Они свое государство должны защищать. Это главная их цель. А то, что они принципами поступились, ну, плохо. Вот за это получайте от меня. Но только это. Но виновата-то за убийство-то конкретная страна, конкретная организация, конкретные люди с фамилиями, с именами, которые преследуют не великие немецкие идеи, а великие русские имперские идеи преследуют. Понимаете? Но нам рассказывают, все они неверные, они все против нас. И человеку, который реально понимает, что ничего он от этого мира не хочет, как евреи не хотят ничего, кроме своей страны. Кстати, я за великий Израиль в рамках международного права, который ему определен, а не за великую Израильскую империю, чтобы было тоже понятно. Но они имеют право на это государство. Вот этот великий Израиль, который неприступен и безопасен для жителей этой страны. Точно так же для нас, чеченцев, очень трудно, мы тоже не претендуем ни на какую империю кавказскую, там, захватывать чьи-то. У нас своя маленькая Ичкерия. Больше нам ничего не требовалось. И чеченцу в голове это не укладывалось. Ну что я прошу? Я что, русскую землю прошу? Поехал я там в Тверь или там в Вологду поехал, прошу у них там землю. Что я прошу? Для простого чеченца, для нас это непонятно. Вот что мы сделали этим фашистам, что вот они вот просто всех уничтожают. Поголовно просто. Самый настоящий геноцид делают. Для нас это непонятно. Для нас это необъяснимо просто. За что такая жестокость у этих людей по отношению к нам? И в это трудное время, когда ты понимаешь, что ты 100% прав, тебе приезжает трус Билл Клинтон в день убийства президента Джохара Дудаева, 21 апреля 1996 года, Билл Клинтон, ядерное разоружение, дежурные у них отговорки, они постоянно ядерно разоружаются, никак не могут доразоружиться, постоянно. Ой, какая большая угроза! Ой, какая большая угроза, что вот у Украины атомная бомба была. Ой, какая большая угроза, что у Ирана она будет. А то, что у России она есть, весь мир уничтожить, это как бы не угроза. Тогда извините, может вы и не враги тогда вовсе, получается. Если вы у Украины забираете и России отдаете своему такому извечному врагу. Может, там, значит, все контролируете, значит. А может, и другое что-то контролируете, если ядерное оружие контролируете. И вот тогда, вот в этот момент чеченцам говорят, смотрите, чеченцы, весь мир против вас. И человеку, находящемуся в подавленном психологическом состоянии, это легко усваивается. И сейчас евреям это все преподносят, все мусульмане. И вот это мне вот это напоминает.
очень схожая вот эта ситуация, когда пытаются спрятать реального врага за спинами абсолютно невиновных людей. Да, может быть, им плевать на нас, может быть, они там не такие уж нравственные, ответственные, но они нас не убивают, они нас не бомбят, они нам не желают смерти, не предпринимают шаги к этому. Да, просто ну, кто-то убивает, ну, это их внутренние там, что-то разбираются, неважно. Да, некрасиво, подло, но это они не виноваты в этом. По крайней мере, рабочий немец в Германии точно не виноват в том, что русские разбомбили там детский роддом в городе Джахари, бывшем Грозном. Понимаете? А нам говорят, вот он тоже виноват. Понимаете? И этот немец, он мне потом пользу окажет. Он мне налоги сделает, он меня там социалом накормит, он мне там лечение оплатит. Понимаете? Он мне пользу делает, а я его ненавидеть должен, потому что мне пропаганда так рассказала. Понимаете? Вот как это все работает. Я против этого. Я категорически против этого. Друзья, перехожу к вашим вопросам. Каких таких чеченцев уничтожили? Кого ты имеешь в виду, Кёник? Кого ты? Валейк салам, Логан. Так, смотрите, здесь антисемит идет сразу же в бан. Тут разобраться во всем надо. Они тут свои эти антисемитские вещи делают. Вы говорите, что каких-то чеченцев уничтожают. Ну, уничтожают, да. Идет война, наша страна оккупирована. И фашистская Россия отправляет наших людей в Украину воевать. Убивает их массово, как это было в 2017 году. И с их паспортами своих агентов, сотрудников ГРУ отправляла в Сирию под видом ИГИЛ. Потом, что ИГИЛ творил и какие видеоролики они снимали. Антимусульманская террористическая банда ИГИЛ мы все видели. Мы все видели. Вам нужно почаще заходить на наш канал, и у вас тогда не будет возникать таких вопросов. Мы здесь подробно разъясняем. Я смотрю, вы новенькие, вы еще многого не знаете. Сколько времени понадобится восстановить нефтезавод? Так, мегатеракт будет во время битвы UFC, захват Белого дома и президента США, говорит Шамиль. Шамиль Халиуллин. Конечно, может быть что угодно. Конечно, что угодно может. Ты запомнил вот этот наш сегодняшний стрим, который, это вопрос, который я твой прочитал. И если это произойдет, мы вернемся к этому разговору. Может быть все, что угодно. Все, что угодно. И я думаю, да, готовится такое шокирующее должно быть. Понимаете, наподобие 11 сентября, они вот за бостонский теракт говорят, за 11 сентября говорят. И в бостонском, и 11 сентября теракта везде русский след имеется. Русский след. И их пособников след имеется. Надо спросить спецслужбы, сколько терактов они сделали и собираются сделать. Да, они скажут, Асланбек. Так, Иркин, Аслан, как отличить среди мусульман, кто нормальный, а кто фанатик, радикал, мошенник? Они еще врут, пипец, их много, даже у нас в стране хватает, прикрываются исламом. Ну, я не знаю, как отличить. Что ты имеешь в виду? Ну, в разговоре можно отличить. По разговору легко можно прийти. Представляет человек, угрозу нет. Некоторые, знаешь, являются не радикалами сами по себе, а являются ретрансляторами. Они вот слышат что-то и автоматически передают. У них вот здесь, вот у них вот с ухом и с мозгом связи никакой нет. Он сюда зашло, он отсюда вышло. Все, это вот он не представляет, он даже не знает,
вот его разговоры к чему приведут. Но вот так же написано в Коране, он говорит. Вот там, а в Коране так не написано. Если начать разбираться, все там совсем по-другому выходит. Везде подмена идет, подмена, обман идет. Да, чуть-чуть правда берется, чуть-чуть ложь перемешивается. И вот в дозах, дозированно все это преподносится людям. И люди в это верят. Ну, не ведется работа вот этой радикальной работы, фактически не ведется. Не ведется. Ну вот мы ведем ее. И, ну, еще ведут, ну мало кто ее ведет в этом смысле. А разъяснить. Не просто отторгнуть, сказать, вот ты такое сказал, все, ты враг, ты там бедуин, ты пьешь верблюжью мочу там, я извиняюсь. Ну так сидят какие-то там недалекие люди, рассказывают какие-то вещи там, чушь собачью несут. Да? И человек отторгается. Вместо того, чтобы ему объяснить, донести ему информацию, это получается наоборот, его мы отторгаем. А если это в маленьком чеченском обществе, это дробление чеченцев идет. Ты если ему объяснишь, что вот смотри, это делается против нас, вот этими делается, вот так делается. Потом, чтобы прийти вот к этому результату, то многие люди поняли. Вот меня понимают почему-то. Не все. Не все. Приходится время тратить. На кого-то больше, на кого-то меньше. Но понимают. И потом ты понимаешь, что он не радикал. Он у нас, у чеченцев, я не могу за всех мусульман говорить. Я просто не знаю. У каждого есть свое мировоззрение, свое восприятие. Но у чеченцев по сути нету ксенофобии, фашизма. Понимаете? Вот так мы устроены. Мы очень древний народ. Очень-очень древний. Возможно, самый древний на этой земле народ. И те ростки демократии, которые в Древнем Риме, Древнем Урарту, Вавилоне, Иерусалиме зарождалась, где власть управляется не одним наместником, а управляется народом, властью народа. То есть такая первая древняя демократия. Это все делали наши предки. Понимаете? Мы по своему ДНК демократы. Мы против тирании от слова совсем. У нас никогда не было рабства, никогда не было дворянства. Мы общество свободных людей. 10 тысяч лет, представьте себе, 6 тысяч лет, 4 тысячи лет до нашей эры есть следы чеченцев. И в том числе чеченцев, ну, пронахов, тех чеченцев, которые говорили на нашем языке, и делали вот то же самое, что вот мы сегодня чеченцы сохранили. Мы пытаемся это сохранить, но нас целенаправленно, сжигая книги, убивая наших образованных, умных людей, носителей информации, полностью уничтожается, и нас делают Иванами, не помнящих родства. Кизиками нас хотят сделать. Убив казаков, они там сделали себе кизиков. Вот они из нас хотят сделать. Но у них ничего не получится. Понимаете? Ну вот... Для нас это неприемлемо. Ни фашизм, ни ксенофобия, ни предвзятость там. Нет. Хороший, плохой человек разделяется. Вот и все. У чеченцев 1000 лет было так. Но нас пытаются вот таким вот нас представить. Поэтому за всех сказать я не могу, я могу сказать за чеченцев. Чеченцы не радикалы. Да, мы мусульмане, большинство. Мы приняли ислам 500 лет назад. У нас был совет старейшин, назывался Мехкел. Чаще всего он собирался на горе Нашха. Мать Нашха, это называется место. Ну, у каждого большого тейпа своего, у любого чеченского тейпа есть свои горы. И всегда, не всегда на Нашхе собирались. В силу военной, политической обстановки. Могли в других местах собираться. Но было одно место, где 2 раза в год собирались люди, и у них был избран на этот срок, избран свой руководитель. Все избирательное право абсолютно работает, вот как сегодня местное самоуправление. Вот с тех пор, 500 лет назад, 1000 лет назад, мы вот так самоорганизовывались. И весь мир сегодня усовершенствовал эту систему, живет таким же способом, как 1000 лет жили чеченцы. Абсолютно, 100% это так. И даже Рим, вот Римская республика, вот даже эти законы, обычаи, это все наше. Вот, это не значит, что это только наше, но оно и до сих пор больше всего нами сохраняется. Потому что мы носители этого цивилизационного мировоззрения, определенного мировоззрения этого.
Понимаете? И вот мы продолжатели всего этого. Так вот, они собирались все, избирали вот 500 лет назад, когда османский халифат, турки там все одолели, захватили, там очень только-только начали развиваться, процветать, все было на божественных началах. Потому что арабы все, вот весь этот халифат, все его там, вот эту арабскую империю, исламскую империю, они ее раздербанили между собой, там бардак устроили. Пришли османы и сказали, все, мы здесь, тюрки, они бы сказали, мы здесь возьмем все под контроль, взяли под контроль, все начало цвести, это где-то в 15 веке. И в 16 веке, где-то в 15, в конце 15 века, Чеченский совет, вот этот Мехкел собрался, и принял решение, что мы примем ислам. Мы примем ислам. Я вам даже более точно зачитаю документ, который имеется по этому поводу. Ну, у меня есть он и в Facebook, и в YouTube в разделе сообщества, ну, записи вы можете посмотреть, почитать. Я вам все читать не буду, только вот момент зачитаю по поводу принятия ислама, как происходило. Так, Мехкел собирался в различных районах Чечни, крепость Цейн-Пхеда, Мелхист, Пуга, Майсте, ущелье Нашха, селение Кей, Журган, Жамибарз, возле села Чечен, Курган, Кетиш, Куарт, в Ичкерии, у крепости Казиной Аму, Эхки. Ну, короче, везде, где получалось у них собраться, в зависимости от военной ситуации, политической ситуации. Выбор места заседания зависел от военной и политической ситуации в стране, а также, по всей видимости, от того, где жил председатель. У чеченцев принято уважать старшего. И из-за уважения к нему, если он живет в определенном, например, он мог быть, например, с Кизиной Ама или с Ведино, все шли в Ведино, вот, к нему собираться. Он на время избирается. На время, обратите внимание, избирательная должность. Все должности избирательные. От каждого тейпа или от каждого тукума. Это объединение тейпы. Тейпы это родство, братство. Братство, оно может быть у тебя основано как на кровном братстве, также оно может быть на твоем ремесле. Воины, там, ювелиры, кузнецы, вот это все, они объединялись в один тейпы и организовывались. Распространение своего мировоззрения у чеченцев происходило, на мой взгляд, изучая сейчас этот вопрос, я пришел к мнению, что с Кавказа такое, знаете, военная аристократия, может, ну, аристократов не было, но военная группа, которая умела ковать железо, они коневодством 4000 лет до нашей эры, то есть 6000 лет назад. Колесницы у них первые были, они делали, ну, как сегодня американцы, передовые технологии, военные технологии. Вот у них были мечи, катапульты и все остальное было. Ну, давайте вернемся. Согласно преданиям, так, короче, они там собирались, общались. Нередко в заседаниях участвовали представители из соседних стран. Грузии, Осетии, Кабарды, Дагестана. Мехкел избирал председателя, который руководил его заседаниями. Ну, и так далее, и так далее. Там. Ну, давайте расскажу, чтобы осталось это в видеоформате. Руководил заседаниями, назначал главнокомандующего общечеченским войском, а также представителей исполнительной власти, эйдл, высшего уровня. Между заседаниями Мехкела отдельными территориально-административными единицами управляли даи, главы исполнительной власти различных уровней. Ассоциация Мехкда, тукумами Мехкда, тейповыми общинами Тейпанде, селами, населенными пунктами Юртде. Но власть их была ограничена килами, советами различных уровней. То есть принцип сдержек и противовесов, как это есть в Соединенных Штатах. Вот такой же, ну, на местном уровне и на самый верх, до самой высшей государственной власти. От местного, от самого низкого, сельского, до самого верхнего. Социальное лидерство было основано не на силе и богатстве, а на духовном авторитете, точном следовании нормам кодекса чести, то есть Нохчелла,
что требовало от человека, претендующего на лидерство, самоотверженности, неподкупности, жертвенности в высоком смысле этого слова. Установления Мехкела и Кела всех уровней неукоснительно исполнялись. Это был закон для всех. Вот приняли это решение, выполняют все. В случае неповиновения решению Мехкела или органа исполнительной власти к исполнению, его принуждали силой. Для этого использовали вооруженные отряды, которые имели статус национальной гвардии. В мирное время вместе с собранием Мехкела 2 раза в год производился сбор общечеченского ополчения, куда входили все мужчины, способные носить оружие от 18 до 65 лет. Полевые материалы и сохранившаяся с древнейших времен военная терминология несут в себе информацию о статусе нахского войска и различных видах вооружениях. К каменному веку, обратите внимание, каменный век, это не бронза, не железо, это каменный век, сами понимаете. К каменному веку, согласно исследованиям С.М. Хасиева, относятся том. Том по-чеченски война значит. И тур, воин, связанный с древнейшим орудием войны камнем то. Круглый камень у чеченцев, туг есть обычный камень, а то это такой круглый камень. И то есть само название война происходит от камень, когда еще люди пользовались камнями, рубились каменными топорами, рубились просто камнями, кидали камни. Это самые первые вот эти воинские начинания. То есть настолько чеченский язык древний, что с каменного века слово «война» имеет свое прямое отношение к каменному веку. К позднему средневековью относится название войска «сур». С ними же связан термин «сурсат» – налог, взимаемый с населения для содержания войска. Это также является подтверждением того, что во время строительством еще доисторическую эпоху связано появление геральдических знаков различного характера. В древнейшем геральдическом символом чеченцев относится изображение орла. Встречается оно и в государственной символике хуритов, а затем этрусков. У последних оно было заимствовано римлянами. На территории расселения нахов символы в виде орла встречаются в эпохе бронзы на бронзовых и керамических изделиях, склепах и на надмогильных стенах. По материалам историка Лечи Ильясова, Иванова М.А., Попова и Мамакова. Но я вам хотел про... сейчас. Когда это происходило? Мехкел собирался 2 раза в год, а также в случае войны и стихийных бедствий. Он рассматривал только общегосударственные вопросы из важнейших актов нации. Согласно преданию, одним из Мехкела, определивших судьбу чеченского народа, было решение о принятии ислама. Нужная система шариата, когда и общественная, и частная жизнь строго регламентируется сверху, моральное предписание является юридической нормой, грех преступлением, не соответствовало древним демократическим традициям чеченского общества. Ведь частная жизнь всегда считалась у чеченцев неприкосновенной, так же как и личная свобода и личное достоинство человека. Также неприемлемо было для чеченцев и физическое наказание, вплоть до увечий, предусмотренное шариатом. Поэтому Мехкел принял ряд решений, которые предусмотрели сохранение чеченцев национальной идентичности. Во-первых, шариата почти во всех сферах права, за исключением имущественного и наследственного. И я вам могу сказать со всей ответственностью, я уже почти полвека прожил на этой земле, реально я знаю, что чеченцы применяли форму шариата именно в наследственном и имущественном. Сосед с соседом землю там спорит, как-то там нужно разделить.
продажа, покупка какой-нибудь там недвижимости, автомобиля, коровы, там еще чего-то, когда возникает спор, решают по шариату. Правда. Все остальные принципы, кровная месть, так называемая, это никакая не кровная, принцип Талиона, который был еще в Вавилоне 1800 лет назад до нашей эры. То есть 3800 лет назад на камне Хамурапи в Вавилоне было написано «Око за око, зуб за зуб». Так вот, мы, чеченцы, утверждаем, что на этом камне записано то, что мы соблюдаем до сих пор. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Вот на камне Хамурапи было записано одно из первых найденных в истории, можно сказать, в определенной степени статей Уголовного кодекса, так сказать. Вот мы это соблюдаем. Это никакая не кровная месть, как русские это представляют. Убивают у меня кого-то, или мне глаз выколят, я иду и убиваю, потому что у меня есть такая возможность всех просто, кто попадается мне из-за этого рода, из-за этого. Вот это кровная месть. То есть я беру кровь, не считаясь. А это закон, это правило, которое строго регламентируется, строго соблюдается. Понимаете? И вот с этих времен мы это соблюдаем. И у нас не было увечий. У нас никогда в истории, за всю историю чеченцев, об этом нам имам Шамиль Калужский сообщал, о том, что у вас, у чеченцев, нету тюрем для бандитов и нету пьедесталов для ваших героев. Понимаете, это имам Шамиль говорил. И этот имам Шамиль сделал так, чтобы чеченцы, вот у меня здесь что-то прилетело, жалобы, видимо, пишут мне тут в ТикТок. Чеченцы, например, не имеют детских домов и домов престарелых. Вот просто нету у нас их. Не было никогда. Войны были, мы умирали, с голоду гибли, все остальное было.